Руководство республики поздравило женщин Якутии. Встречу приурочили к празднованию 8 марта. Сегодня чествовали многодетных матерей, представительниц женских организаций, также женщин, внесших весомый вклад в развитие республики. С поздравительной речью выступил вице-премьер Александр Соловьев. Он отметил, что в республике ведется активная работа по всесторонней поддержке многодетных и малообеспеченных семей. Также оказывается помощь семьям в приобретении жилья и земельных участков. В завершении выпуска. Водитель такси – это одна из тех профессий, которые считаются по большей части мужскими. В одной из таксомоторных служб города Ленска, где уже второй год работает ленчанка Ольга, женщин всего 5. Почему их так мало, в чем трудность такой работы для женщин и с какими неожиданными ситуациями приходится сталкиваться за годы работы в такси, узнаем из следующего материала. Долгое время Ольга работала в леспромхозе, но после распада организации работу по специальности Ольга не нашла. От безвыходной ситуации Ольга решила попробовать, как говорится, заработать в такси. Тем более права Ольги Александровны имелись. Управлять автомобилем доставляло лишь удовольствие. И надо сказать, что делает это она весьма профессионально. Так и получилось, что в такси героиня нашего сюжета работает уже второй год. Решила попробовать поработать в такси, нужда заставила. Понравилось, разные люди. Интересно разговаривать, общаться, пока до адресата едешь. Ну, так и работаю. Видеть женщину за рулем такси, конечно, многие еще не особенно привыкли. Реакции разные, порой совершенно противоположные. Кто-то сразу доверяет, а кто-то наоборот. Демонстративно пристегивает ремни безопасности и держится за ручку на дверце. Но по ходу движения большинство все-таки расслабляются. Работа таксиста посуточно. Приходится женщине работать в ночное время. На наш вопрос, не возникает ли непредвиденных ситуаций, Ольга ответила, что неожиданных ситуаций на ее практике пока, к счастью, не происходило. Народ у нас сейчас более такой культурный стал. Уже нету таких вот эксцессов у нас, что кто-то там грубит. Если бывает молодежь, что-то загрубят, им замечание делаешь, уже реагируют, уже ведут себя нормально. В коллективе, по словам Ольги, отношения слаживаются очень теплые, дружеские. Мужчины-таксисты всегда помогут в сложной для женщины ситуации. Поменять колесо, устранить какие-либо неполадки. Диспетчера, по словам Ольги, подбирают пассажиров для девушек-таксисток спокойных. Особенно это касается ночного времени суток. Ведь график работы у Ольги день в день, следующие полные сутки. И с таким графиком работы Ольга отлично справляется. И успевает даже в свободные минуты заниматься своим любимым делом, которое и отличает ее от других женщин-таксисток, а именно вязанием. Проработав уже 1,5 года в такси, Ольга менять свой род деятельности не собирается. Ведь людей Ольга любит, а машина – это призвание ее жизни. Светлана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.